Бренд национальной одежды, не только красивые, но и теплые, джурабы, до сих пор популярны в Азербайджане. Носочки из шерстяных ниток мастерицы вяжут по-разному, и в каждом районе свои традиции. Обо всех узнал наш корреспондент Альшан Алиев. Фатима Агабалаева делает лучшие джурабы. Бабушке уже 101 год, и спицы у нее старинные. За свою жизнь в селе научила всех женщин вязать по правилам. Ведь лезгинские джурабы – это одновременно и носок, и башмачок. Они до сих пор популярны в горных селах. От клиентов у мастерицы нет отбоя. Это совсем не сложно. Вот так накидываешь петельку на спицу, а потом захватываешь вторую и вытягиваешь. Вот и готов узелок. И я очень люблю петь, когда вяжу джураб. У ингелоидов свои традиции. Здесь женщины сами вычесывают шерсть, а потом плетут из нее нить. Пряжу по старинке окрашивают только натуральными красками, а потом вяжут теплые джурабы на 5 спицах. Спицы очень тонкие, поэтому вязка получается плотная. Рисунок традиционный. Символы солнца, огонь, цветы. Мужские и женские джурабы отличаются по цвету. Синие и коричневые для мужчин, а красные, зеленые и оранжевые для женщин. Из 30 граммов шерсти получается одна пара носков. У этого народа есть и танец, который женщины исполняют в шерстяных джурабах. А еще лезгинские джурабы составляют часть приданого. Невеста должна принести их в дом мужа столько, чтобы хватило всем родственникам. Иногда может и целая сотня набраться. Джурабы вяжут практически все умелые мастерицы. Главное знать технику. Однако название лезгинский говорит о том, что первыми их начали делать лезгинские вязальщицы. Ручная работа всегда ценится. Поэтому стоит джураба от 30 до $50. Но любители добротной и теплой одежды до сих пор не отказывают себе в этом удовольствии.